В 1989 году, 12 ноября, была провозглашена Гагаузская республика. Она просуществовала 4 года, но ее участники до сих пор ежегодно собираются, чтобы вспомнить о тех событиях и отметить этот памятный день. Ветераны тех событий считают, что подрастающее поколение должно знать о недавних событиях, происходивших в 90-е годы. Bugün ben öyle düşünüyorum da sanıyorum ki o депутатlar hani toplandılar, депутаты всех уровней, da kurdular bu автоном республикayı. Onlar öyle duyuyorum şimdi, o zaman anlayamadım bu işi. Этот день, я думаю, те депутаты, которые были у истоков и создали эту автономную республику, запомнили на всю жизнь. Они, наверное, тогда и сами не поняли, что произошло. Но автономия была создана. И сегодня я бы всех этих халкистов, которые стояли в начале образования, обнял бы, потому что именно они были сподвижниками в создании республики. Мероприятие прошло содержательно и интересно, поскольку желающих поделиться своими воспоминаниями о том легендарном времени было много. Ну что означает 12 ноября 1989 года в новейшей истории нашего народа? Уже моими коллегами было много сказано. Одно скажу, что это славная дата, это начало того, чтобы наш народ все-таки пришел к своему логическому завершению, и мы получили автономное территориальное образование. Не было бы самопровозглашения 12 ноября 1989 года, не было бы провозглашения 19 августа, не было бы учреждения Камрадского госуниверситета. А сегодня я вам открыто скажу, что Камрад еще держится в экономическом плане, держится на плаву, благодаря университету и благодаря нашей автономии, что здесь есть исполком, что здесь есть народное собрание, и кое-какие движения в экономическом плане продолжают, так сказать, наращиваться. Практически этап 80-е годы, 90-е, это практически второй этап становления гагаузского народа, приобретения своей независимости, признания во всем мире. В программе мероприятия прозвучали патриотические песни в авторском исполнении Федора Кирович, а также авторские стихотворения Николая Фиогла.